Что делать взрослым, чтобы защитить своих детей от преступлений, алкоголизма и других бед? Вот над этим вопросом сегодня ломают голову члены комиссии по делам несовершеннолетних и руководители учебных заведений. Ведь, несмотря на планомерную работу всех курирующих органов, несовершеннолетние не перестают совершать незаконные действия. Резкий скачок количества преступлений в начале года заставляет ответственных искать новые, более эффективные методы воздействия на подрастающее поколение. По словам представителей комиссии, значительную часть неправомерных деяний составляют преступления имущественного характера. Также в этом году резко возросло количество попыток суицидов, самовольного ухода из дома, даже появилось незаконное хранение наркотических веществ. Какая же профилактическая работа проводится? Естественно, работа проводится ежедневная, но тем не менее можно признать, что не всегда эта работа дает нужный результат. Но на сегодняшний день у нас создан банк данных детей, требующих особого внимания. Ежедневно работает психолог, выявление уровня тревожности в семье и в школе по методике Медоро и по АТК, а также и анкетирование на выявление жестокого обращения в классе и в семье. Проводятся также профилактические правовые комиссии, заседания наркопоста. С 1 сентября проведено всего профилактических комиссий 12, правовых комиссий 6 и заседания наркопоста 3. Необходимо воспитывать школьников, так как потом переделывать их будет практически невозможно. Это должен сегодня понимать каждый. По статистике, 6 из всех 14 преступлений совершили школьники. Даже был случай алкогольного отравления девочки в возрасте 10 лет. Асоциальное поведение, беспорядочные половые связи, ранняя беременность. К сожалению, возраст подростка, совершившего такие деяния, молодеет. На первый квартал 2015 года у нас на учете состоят 126 семей. Из них 261 ребенок. Снято с учета за 3 месяца 10 семей, в них 16 детей и поставлено на учет 9 семей, в которых 17 детей. В случае обращения и доставления в учреждение здравоохранения совершеннолетних, безнадзорных, беспризорных с признаками жестокого обращения, мы обеспечиваем безотказный прием, обследование и оказываем необходимую медицинскую помощь несовершеннолетним. Основанием для приема несовершеннолетнего, доставленного представителями субъектов межведомственного взаимодействия, являются соответствующие документы. Рост преступлений должен обеспокоить не только структуры, но и не менее ответственных за судьбу детей, их родителей. Впереди сложная пора. Школьные экзамены, летние каникулы. С одной стороны стрессы, с другой возникает проблема организации досуга подростков. Поэтому в этом отношении всех ждет планомерная работа. Елена Афанасьева, Гурхамитова, Дамирхай, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.